Приехав однажды в Абхазию, Ольга поняла – здесь ее место. Жизнь абхазского народа стала ее жизнью, его победы ее победами, а боли ее болью. Про себя же говорила, что она абхазка, что в какой-то прошлой жизни ее родиной была именно Абхазия, и вот, наконец-то, она нашла дом. Учила абхазский язык, полностью погружаясь в нашу культуру и обычаи. В Абхазии есть то, что очень мало заметно самим абхазам, и слава богу, что незаметно, но что поражает сердца открытых и чистых людей извне, невероятная настоящность жизни, ее подлинность, писала Ольга в своем дневнике. Столько интересного и так глубоко она писала в дневниках об истории абхазов, о единстве духа абхазов, о религии абхазов, христианской и об обычной, про наших святилищ, про наших жрецов, про нашу войну и про нашу культуру. Она столько сделала за 15 лет то, что она сделала со своим мужем Дмитрием Минченком, писателем, драматургом, журналистом, со всеми своими друзьями, навряд ли кто-то еще нам сделает. Дай Бог, чтобы сделали. Особым событием в жизни Ольги стало получение абхазского паспорта. «Я гражданка. Вот она гордость, вот оно счастье», – писала она после. У нее много раз спрашивали, откуда такая любовь к Абхазии и ощущение родины, которое она испытывала здесь. Как вспоминают ее друзья, Ольга Дубинская переживала за все, что происходило в Абхазии, и была настоящим патриотом нашей страны. Когда читаешь ее дневники, да, вот человек живет рядом, да, говорит, обычно что-то делаете, а вот в дневниках человек настолько был другой, настолько глубоко, настолько она переживала за нас. Это все собрано. Единственное, очень что хочется сказать, все это собрано. Царство Небесное Заур Джотович Ардзенбе, я договорился, мы заключили договор с московской типографией, и издать его не просто так издать, что типография берет на себя распространение этой книги по всему миру, не только по России, в самых больших выставках, фестивалях, и чтобы это продавалось в каждом киоске, в каждом центральном книжном магазине Санкт-Петербурга, Урала, Сибири, что она берет в себя, потому что настолько материал им понравился. И вот этот проект так не завершился. Значимость не для нее, не для Минченко эта книга, это значимость для нас. Вот кто бы ни читал то, что они писали про абхазов и про Абхазию, на любую тему, чтобы она не захватила, и чтобы человек не почувствовал, да, и чтобы не начал мыслить и переживать, и думать об абхазах невозможно. Настолько трогательно все это сделано. Фильм Ольги Дубинской «Страсти по Владиславу» был первой ласточкой, которая познакомила российского зрителя с загадочной Абхазией. Первый российский фильм о первом президенте Абхазии. Это был дебют Ольги Дубинской как режиссера. Впереди было много творческих планов. Ольга начала работу над сценарием нового фильма «Приношение жертвы», но закончить не успела. Ей было всего 45, когда жизнь оборвалась. Геннадий Алами – один из тех, кто хорошо знал и общался с Ольгой. Он автор книги «Пронзенная светом». Это очерк об Ольге, о ее мечтах, о ее мировоззрении, о ее отношении ко всему абхазскому – природе, людям, стране. Как она постигла Абхазию, как она поняла всю не только культуру, не только литературу, но всю и военную пору, и послевоенную пору, и Владислава Ардзенба. Это просто удивительно. Это надо быть, правда, великим человеком. И то, что ее сегодня нет, это тяжелая утрата для всех, для нас, но в то же время она была, она пришла и никуда не ушла, она осталась с нами. Как писала Ольга Дубинская, наша жизнь – чаша любви, которую мы успели выплеснуть на других. Если делать это не боясь, то в сравнении с этой чашей окажется мал и океан. Ольга любила и верила в абхазский народ. Она подарила свои лучшие годы Абхазии, наверное, потому что видела лучшее, что есть у нашего народа – силу духа, многовековую мудрость, искренность и веру.